Вот и начали действовать первые рыночные структуры, первые ростки новой экономики – биржи. С развитием торговых отношений в мире начали появляться биржевые структуры. Значит, первая биржа у нас была в стране открыта в 1703 году Петром I. Однако в 30 году последняя биржа в стране была закрыта. В настоящее время с развитием рыночных отношений биржевые структуры стали возрождаться. В условиях рыночных отношений наши биржи полностью заменят собой Госнаб, Госзаказ, и в перспективе каждая из бирж будет специализироваться по какому-либо направлению, какой-либо отрасли, удовлетворяя интересы производителя и потребителя. Практически рыночные отношения у нас существовали всегда, легально-нелегально. Однако присутствие их в экономике официально не признавалось. И только сегодня эти полулегальные отношения пытаются сделать цивилизованными. Только что образованная Зеленодольская товарно-сырьевая биржа. Да, еще одна, и это закономерный процесс. Первые торги, первые посетители. Предприниматели предлагают свои товары и услуги. Основу деятельности биржи должны составить развитие малого и среднего предпринимательства, организация, поддержка и помощь малым предприятиям, кооперативам, товариществам. Мы побывали на открытии Зеленодольской биржи. Здравствуйте, кинохроника, Казанская. Хотел задать вопрос. Почему вы купили билет и что вы ждете от этих торгов? Я просто никогда в жизни не был на аукционе. Хотел бы посмотреть, как это происходит фактически в жизни. По телевидению видели, как на Западе видели, как у нас вот начинает зарождаться. Интересно посмотреть. Все, поэтому спасибо. Начало. Спасибо. Торги, в которых принимали непосредственное участие зеленодольские и васильевские предприятия, привлекли не только предпринимателей, но и простых граждан, заинтересовавшихся новинкой. Добрый день, Казанская киностудия. Вот вы купили билет. Билет стоит 5 рублей. Да. Почему вы купили билет? Ну, посмотрите, может, что-то выиграю. Просто из любопытства, да? Да, просто из любопытства. А любопытство, как вы считаете, дорого стоит или нет? Ну, ничего. А все равно хочется сходить. А все равно хочется? Да. И, может быть, что-то выиграете, надеетесь? Может быть. А если ничего не подойдет? Ну что ж, все равно это какое-то развлечение, да? Вот, спасибо. Итак, презентация началась. В президиуме аукциона учредители. Слово предоставляется Леониду Даниловичу Шмухлерману. Уважаемые товарищи, в июне месяце мы учредили Зеленодольскую торговую биржу. Регион, наш район Зеленодольский, обладает огромным промышленным потенциалом. Рядом республики Чувашская, Марийская, Мордовская, остальные республики. Это громадный технический, умственный потенциал. Мы хотим, чтобы производителю была возможность, недалеко уезжая, приобрести нужный ему товар. Мы хотим ускорить оборачиваемость товара. Хотим, чтобы производитель старался сделать больше товара, продать его за нормальную цену и приобрести необходимые ему товары. Вот наша задача. Но говорить об этом долго я не буду, ваше внимание задерживать. Если что не так здесь организовали, мы впервые, поймите нас правильно, и просим заранее нас извинить. Спасибо за внимание.
Структура биржи представляет собой брокерская служба, информационно-справочный отдел, арбитражная комиссия. Я хотел бы обратить ваше внимание на работу брокерских контор и брокеров, которые осуществляют основную деятельность биржевой торговли, осуществляя на бирже сделки для покупателя и для продавца. В период между торгами биржевые службы занимаются контролем за осуществленными сделками и подготовкой организационной, информационной к очередным торгам. Закономерный процесс становления и развития биржевого движения, как и во всем мире, должен привести сначала к размежеванию бирж по отраслям, а затем к объединению их в более крупные структуры ассоциации. Так совместные торги Зеленодольской товарно-сырьевой биржи и Межрегионального биржевого центра «Татарстан» привели две эти организации к объединению и взаимному совместному сотрудничеству. Программа совместной деятельности Зеленодольской товарно-сырьевой биржи и Межрегионального биржевого центра «Татарстан» – это создание единого экономического пространства, расширение коммерческих связей между промышленными регионами. Потому что эти пойдут отсроченные, а эти пойдут три. Котировка уже идут отдельно.